Сегодня исполнилось 107 лет со дня рождения легендарной крымско-татарской певицы Сабрие Реджеповой. Она внесла огромный вклад в развитие крымско-татарской музыки, за что была удостоена звания заслуженной артистки Крымской АССР. Ее называли «Крымским соловьем». О жизни и творчестве народной артистки в сюжете Наджии Исаевой. Сабрия Реджепова – легендарная крымско-татарская исполнительница. Ее голос звучал в сердце каждого крымского татарина. В своем творчестве она отображала богатство, красоту народного фольклора. Родилась певица 12 июля 1912 года в Бахчисарае в семье учителя. Любовь к пению ей привила мама. С самого детства она напевала дочке народные песни. И уже в 16 лет Сабрия Реджепова дебютировала на сцене и вскоре стала солисткой ансамбля песни и танца «Хайтарма». Молодая артистка сразу сумела покорить сердца и получила почетное звание заслуженной артистки Узбекистана. Большинство народных песен сохранилось. У нее было много учеников. Именно им она передала свое мастерство. И все они тоже стали заслуженными певцами. Одна из них – Зарема Алмазова. Рассказывает, Сабрия Реджепова первой определила ее талант, обучила ее вокальному и сценическому искусству. Она вселила в меня уверенность, сказала: ты будешь петь. И вот с тех пор я пою. Она многому обучила. Например, сейчас не все правильно произносят звуки и слова песни, а Сабрия Реджепова обучала этому. Пластинки с песнями Сабрии Реджеповой хранились в каждом крымско-татарском доме. Голос легендарной певицы завораживал слушателей. Залы на ее концерты всегда были переполнены. Вот так брала микрофон и пела. Зал весь замирал и плакал, потому что она пела со смыслом и, главное, понимала, о чем пела. Все ее песни были связаны с Крымом. Крым и Сабрия Реджепова. Сабрия Реджепова и Крым. Творческий путь Сабрии Реджеповой был непростым. Она была очевидцем незаконного выселения, но никогда не жаловалась на судьбу и не теряла чувства юмора. На сцену она выходила как царица, в пышных платьях со шлейфом. У нее всегда были красивые наряды. Очень любила большие шляпы. Наблюдая за этим, и я примеряла ее шляпы и говорила, что тоже буду так выходить на сцену. А она отвечала: одевай, одевай, может, мудрее станешь. Зарема Ханам часто исполняет песни своей наставницы и на большой сцене, и дома. Удивительная женщина и прекрасная певица, преданная искусству. Вот как они отзываются заслуженный деятель искусств республики, художественный руководитель ансамбля «Дистан» Февзи Алиев. В ее творчестве я черпал национальный колорит. Во всех ее песнях был глубокий философский смысл. Она была умной и начитанной женщиной. Я бы даже сказал, источником мудрости. Февзи Алиев всегда делится воспоминаниями о знаменитой исполнительнице с родными и близкими. Когда я записывал с ней первую свою пластинку, она поставила условие, что песню она будет выбирать сама. И я не стал спорить. Потом мы записали еще 2 пластинки. Я храню эти записи до сих пор. Февзи Алиев – автор ряда современных песен и мелодий разных жанров, а крымско-татарский фольклор занимает в его музыкальной копилке особое место. Сабрия Реджепова была всесторонне развитой личностью. Кроме богатого музыкального наследия, она оставила и литературное. Она была не только публичной женщиной, но она еще, наверное, была образцом той женщины и для своей семьи. Но теперь вот по тем изданиям, которые у нас есть, мы видим, что она была образцом не только для своей семьи, но и для всего народа.
О родителях и людях, которые встретились на ее пути, о творчестве и о своей судьбе Реджепова рассказала в книге воспоминаний «Мои тернистые дороги». В него, кроме автобиографических данных, вошли ее стихотворения и песни. Здесь, кроме информации, да, вот лично ее касающейся Да. автобиографии, здесь еще есть, я смотрю, песни, стихи, да? Да, я уже да. интересовалась. Это такой своеобразный, вот действительно, вот вы видите, Айни Нилер, Бахнас, начинается. Это народная, да, уже? Айни, это народная, вы смотрите, музыка и слова уже ее. Айни Нилер, наши мамы сейчас поют колыбельные, но чаще всего на русском языке, но у нас есть прекрасные колыбельные на родном крымско-татарском языке. И автором тоже является Сабриевич, что значит внутри в нее заложена она женщина, кухня, Олицетворение. да, олицетворение крымско-татарской, кухня, колыбельный, да, колыбельный, то, с чего начинается воспитание ребенка. Ее познания в национальной кухне также поражают. Эта книга была составлена по ее рецептам, которые она собирала. Книга интересна оценителям первоначальной кухни и молодым хозяйкам. Вот, пожалуйста. И начала она его вот практически с мучных изделий. Это вот, ну, это наша традиционная. И как вы думаете, с чего? Чеберек. Наше национальное блюдо. Те ее первоначальные рукописи на арабице стали золотым фондом Крымско-татарской библиотеки. Память о легендарной дочери крымско-татарского народа навсегда останется в сердцах каждого, а песни будут жить вечно. Наджия Исаева, Магомед Нестуров, телеканал Миллет.